Управляющие компании региона оштрафованы на 250 тысяч рублей за неисполнение обязательств по уборке снега этой зимой. Об этом на специальном совещании в рамках президиума правительства главе Коми доложил руководитель, курирующий вице-премьер Константин Лазарев и руководитель службы стройжилтехнадзора Роман Шашев. Выяснилось, жалобы на недостаточную уборку территорий до сих пор поступают практически из всех муниципалитетов. Сергей Гапликов напомнил, уборка и вывоз снега должны регулироваться все-таки не в ручном режиме, а системно. Что у нас с уборкой территорий? Когда мы бардак закончим разводить? Можно спросить? Сергей Анатольевич, мы эти вопросы рассматриваем каждую неделю на селекторных совещаниях. Последний раз рассматривали в эту субботу. Значит, возникает проблема у нас только перед общественными учреждениями, там, сооружениями, там, зданиями, магазинами. Там вопрос есть. И междворовые проезды. Между домов и междворовые проезды. На это мною в субботу было обращено внимание, прежде всего, главы администрации Сыктывкара. Значит, давайте сделайте мне такую информацию, значит, сколько управляющих компаний, какие заключили такие договора, где в перечне у них находится такое соответствующее обязательство, значит, и сколько по таким управляющим компаниям было проведено проверок и соответствующие ваши административные, так сказать. Но привлекаем в итоге, принимаем решение о привлечении к административной ответственности, принимает мировой суд. На сегодня один из руководителей управляющих компаний даже был дисквалифицирован. В связи с этим в отношении этих управляющих компаний сейчас будет решаться вопрос о лишении лицензии в полном объеме. В мэрии Сыктывкара, на работу которой в этом вопросе обращено особое внимание, отреагировали предложением введения для себя новых полномочий. Например, вернуть административную комиссию по контролю за деятельностью управляющих компаний. Вопрос, мол, уже даже отправлен на уровень депутатов Госсовета. Управляющие компании активизировали свою работу по очистке дворовых территорий лишь после среды. Хотя основной снегопад у нас закончился в понедельник, то есть работы были начаты с опозданием. В связи с этим был получен большой негатив от жителей города о том, что дворовые территории ненадлежащим образом содержатся. По каждому из выявленных фактов исполнителям коммунальных услуг были направлены письма, и данные обращения были взяты на контроль. При повторной проверке были составлены 24 акта об административном правонарушении. И в соответствии с правилом благоустройства 2 материала направлены в мировой суд для привлечения к административной ответственности. Одна из причин халатного отношения – безнаказанность. Даже после снегопада, который прошел месяц назад, до сих пор нет ни одного судебного решения. Отделываются управы обычно устным предупреждением. Сейчас 2 опции. Первая – зафиксировать нарушение, правильно его оформить, акт издать. Но потом акт кто-то должен рассмотреть и в соответствии с законом на него отреагировать. Муниципальные комиссии уже были введены на территории республики, но, так сказать, понятно, в районах, наверное, эту работу там проводить достаточно сложно. В Сыктывкаре и Ухте комиссии работали достаточно эффективно. Но в силу того, что в целом там из 20 муниципалитетов работа пошла достаточно активно в 2, комиссии убрали. Напомним, граждане имеют право требовать от управляющих компаний своевременной уборки дворовых территорий и крыш от снега. Если эта обязанность игнорируется или исполняется ненадлежащим образом, можно обратиться с жалобой в Республиканскую службу стройжилтехнадзора по телефону 8 821 22 55 414, добавочный 1. Вопросы, поступившие на горячую линию службы, прорабатываются с администрациями муниципальных образований еженедельно.